Пакеты, бутылки, картон. Все то, что в квартире рядового гражданина обычно без раздумий отправляется в мусорное ведро, в руках студентов Сибайского многопрофильного колледжа приобрело вторую жизнь. Их усилиями бытовые отходы превратились в оригинальные авторские произведения. В основном это шары, самые простые, пена, ну и подручные материалы, это как цветы, динозавры, картон. Подручные материалы, ничего сложного. Первый шар – это у нас земля с динозаврами, это как было без людей. Потом, когда численность населения уже перешла за 7 миллиардов, она стала вот такой землей. И, знаете, у нас последний шар – земля уже после людей, когда уже останутся просто одни роботы. Давайте вместе беречь землю и относиться ко всему хорошо. Выставка работ проводится в рамках образовательного проекта, посвященного Году экологии в России и Башкортостане. Он призван повысить интерес молодежи к вопросам вторичного использования сырья и бережного отношения к окружающей среде. Сибайский многопрофильный профессиональный колледж запустил творческий экологический проект, посвященный Году экологии. Его название «4 стихии». В рамках этого проекта нами были проведены множественные мероприятия, посвященные воде, воздуху, земле и огню. По стихии мы провели такие мероприятия, допустим, о стихии вода мы посвятили озеру Култубан, которое иначе называется озеро Юугуль, озеру Талкас, реке Худалас, реке Карагайлды. Прошли, посмотрели, насколько они засорены, провели научные исследования, насколько чиста эта вода. По земле это касается мусора. У нас съездили на свалку, пофотографировали, также пофотографировали по городу, где у нас есть еще. Опять же, проводим различные экологические беседы. Мы не можем решить проблему утилизации отходов, говорят участники проекта, но этой выставкой хотим привлечь внимание к проблемам экологии. Конечно, всегда проще мусор выбросить, но куда интереснее и полезнее придумать, как еще его можно использовать. По опыту студентов, из вторсырья можно сделать много полезного для дома. Лена Кириллова, Гуль Хамитова, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.